Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс». И сегодня гость нашей программы – историк, археолог, востоковед, краевед, председатель общества татарских краеведов Бурханов Альберт Ахмаджанович. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые представители ТНВ. Здравствуйте. Альберт Ахмаджанович, вот вы сами родились в Челябинской области, даже учились в городе Челябинск, да, где проживает очень много и татар, и башкир. Ну как вместе сосуществуют вот эти два братских народа, вдали от своей исторической родины, кстати? Ну, я, во-первых, не сказал бы, что это вдали исторической родины. Во-первых, Челябинская область, это Южный Урал, это родина и башкир, и татар. В принципе, Средневековье. Начнем с того, что тюркское население, я вот как археолог профессиональный изучал историю своего села. Вокруг вот моего села Усть-Багаряк, Тубанаул, имеется более 18 археологических объектов. Притом разных времен, начиная эпохи бронзы, заканчивая уже Средневековьем. И там уже видно, что тюрки давно жили. И в том числе башкиры и татары. В общем-то, процесс формирования этих народов немножко специфический. Каждый имеет, кто-то раньше, кто-то позже какие-то элементы. Это мы начнем с того. Сибирь, Кимакский каганат, ранняя тюркизация, процесс тюркизации, там вот гунские уже объекты видны, ранние тюркские влияния. Потом вот Кимакский каганат. Наконец, Сибирское ханство, вот Южный Урал, значительная часть, вплоть до Башкирии, входила в состав Сибирского ханства. Например, в формировании современных башкир сибирские татары тоже большую роль играли. Через, может быть, ассимиляция угорского населения, иштяка у нас, вот есть такое понятие, северная часть у нас татар и башкир как раз вошли в состав группа этническая иштяки. То есть это оттюркизированная сибирскими татарами манси и ханты. Ханты преимущественно. У нас она тоже есть у татар казанских. Это и в Татарстане это есть элемент иштякляр, мы об этом говорим. И в Пермском крае, и Челябинской области. И, собственно, у башкир есть. Башкиры практически состоят из трех ведущих компонентов, в том числе иштяки, нагайцы, как и у нас тоже у татар и казахов. И, естественно, собственно, исторические башкиры есть тоже понятие такое. И точно так же у нас татары состоят из многих больших таких имперский народ. Мен қайсы вақытта, когда-то иногда говорю, мы татарами, башкирами, это один народ, две нации. Бір күлмәкнің iki якасы. Вот в одной рубахе, так сказать, два ворота. Очень близкий народ. И религия у нас одна. Язык практически, можно сказать, в диалектовом плане. Очень близкий, понимаем, без переводчика. Вот я в селе, где я родился, Усть-Багаряк, и бываю в школе, сейчас, раньше у нас в основном учились татары. В соседних селах были башкиры. Сейчас в связи с демографическими проблемами у татар, особенно в селе, стало учеников больше башкир. Приводят из всех, мало сейчас уже делают в интернатах живут или на машинах приводят. Есть учителя башкиры и татары. Раньше в основном татары были и башкиры детей. Ну, я между детьми, между учителями особо такой не вижу. Конфликтов нет. Альберт Ахмаджанович, вот вы, зная, что проводите свои изыскания и в северо-западных районах Башкортостана, но это треть территории Башкортостана, да, где свыше 20 районов, именно татароговорящих районов, но некоторая часть вот башкирской интеллигенции почему-то считает, что народ, который живет там, говорит на северо-западном диалекте башкирского языка. У нас здесь в Татарстане считают немного иначе, считают, что это татарский язык. Как вы думаете, почему вообще образовалась эта проблема? Я сам, конечно, не такой большой крупный специалист себя не считаю по Башкирии, по Башкортостану современному, или территории бывшей Уфимской губернии, или территории бывшей Ногайской Орды и Золотой Орды и других государств. Я бы хотел, я в Башкирии бываю, во-первых, у меня там родственники живут, очень много друзей аспирантские, коллеги, студенческие и так далее. Ну, я в основном, конечно, последние годы, я хотя специалист по Средней Азии, работаю по Волге, Урале, но последние годы интересуюсь проблемами археологии. А интерес к археологии меня вызвал интерес эпиграфики, то есть на могильным плитам, архитектуре, значит, истории сел. И изучал памятники. И постепенно начал ездить в Башкортостан, и вот недавно тоже был. Практически один народ. Делить невозможно, потому что при формировании населения восточного Татарстана и западного Башкортостана плюс Оренбургский, это население в основном татароязычные, и не боюсь этого слова, можно татары даже сказать, она формировалась очень долгая история, процесс сложный, начиная с раннего Средневековья, период Золотой Орды,
более поздний, эта территория была Ногайской Орды. Ногайская Орда после взятия Казана постепенно отодвигается на юг, проигрывает, хотя отношения с Русью были, на свободные земли проникают другие народы. Но при формировании этого этноса, в частности, вот в Восточном Татарстане и Западной Башкирии, идет процесс смешения татар-выходцев из Казани, условно можно казанские татары или поволжские татары, там и мишары были, и, естественно, население Ногайской Орды. Но по развитию сословий, уже это после вхождения в состав Российской империи, мы же знаем понятие пошло сословия, чтобы собирать налоги и так далее. Часть земель Уфимской губернии организуется, Уфимской губернии, там уже появляется, вот если, например, зависимая или какой служивая часть татар, мишари и казанские татары, получали у государства казенные земли для, ну, естественно, выполнения своих экономических задач и так далее, потом служили государству, то на территории, современном понятии Башкортостана, уфимские татары, которые служили, они вынуждены были получать земли у башкирцев, так называемых. Это не этническое, это сословные тарханы, башкирцы, которые имели наследственное. Это остатки мурс, скорее, нагайцев. Они часть свободной земли начали припускать другие сословия, в том числе мишаряков, в том числе типтарей и других, бабылей и так далее. И вот за службу многие получали часть земли, а некоторые земли вынуждены были, так сказать, арендовать. Потом это люди постепенно осваивали или покупали эту землю. Вот это население... Вот это название сословия башкирцы, как вы сказали, да? Башкирцы писали. Это данные названия властями переписи? Российской империи. И она постепенно отсословна, некоторые товарищи пытаются его перевести. Вот если взять Западный Башкортостан, фактически к моменту образования Татарской и Башкирской ССР, Заки Валиди в 19 году это добился, Малая Башкира, вы знаете, это истинные башкирские земли были. Стороны Челябинска еще, Аргаяш, Кунашевский район тоже входили в начале до 44 года в состав Башкирии, Оренбургская часть. Вот я даже могу списки взять целых районов Башкирии, которые должны были войти в состав автономной Татарской ССР. И вот проблема, которая была заложена во времена сословий, вот это сложности, некоторые ученые это недобросовестно используют термин, пытаются, издают рода там и так далее, книги. И часть, значительно до Уфы фактически, 3, так сказать, большие территории, это Бирский уезд, дальше территория Белебейского уезда, даже Уфимского. Но потом от Уфимского отказались, и должна была в 2 территориях, Белебеевском и Бирском, провести волеизъявление населения. Например, референдум такой, да? Референдум, можно сказать. Если взять в Бирском уезде, например, татар было где-то 38%, башкир было где-то поменьше, 22%, и остальные там русские и так далее. И, наконец, в Белебеевском уезде 46% татар, башкир 15% было. Но руководство Уфимского губернии тогда, Халиков, если не ошибаюсь, тянуло это время, и референдум не проводили. Фактически это понятие населения очень просили. Белебеевский было письма на имя Ленина и так далее. Здесь, наверное, роль Сталина большую роль сыграл. Фактически население, которое формировалось в период Средневековья, в период в это сословий, она уже фактически стала татарское население в таком классическом понятии, близкие нам, может быть, какие-то мелкие диалекты, произношения есть. Население, которое там живет, они все равно башкирами себя не чувствуют. Я вот был в ряде районов. Во-первых, начнем с того. Археологические памятники я уже не буду говорить, потому что они уже подтверждают татарская часть, многие вещи. Но вот возьмем на могильные плиты, которые, в общем-то, татары в основном и делали. Там все написано на арабском и на татарском языке. Башкирских камней я пока не знаю. Во всех книгах на месте был. Поэтому башкиры этим особо и не интересуются, ученые. Второй момент, название сел берем.
Вот берете название сел, многие села, которые имеются в Татарстане, Аздакаевском районе, Ютазинском районе, они фактически повторяются и Башкирии, территории Башкортостана, бассейне реки Эк, в первую очередь, Западной Башкирии. Это, например, название сел Сюиндык, там Новый Сюиндык, либо Каракашле, в Татарстане, Ютазинском, Каракашле есть в Шаранском районе и так далее. Я перечислял. Собственно, люди, которые там спрашивают, кем вы себя считаете? Мы татары. Это тоже показатель очень важный. И, наконец, на каком языке они говорят? На татарском. Ну, может быть, есть слово «бельмим дебейтазбез», они говорят «бельмяим». Ну, это уже диалект. Это диалект татарского языка. Ну, я бы не наречие, скорее, даже небольшое такое. Это влияние и башкирского языка, может быть, потому что там рядом живут. Это нормально, и многие татары по-другому разговаривают. Вот сибирские татары, я всегда считал, что мишарь только цокает. А мишарь, оказывается, есть и цокающие, и чокающие. И плюс сибирские татары тоже цокают. Вот для меня многое было открытие в последние годы. Если взять дореволюционные вещи, вот мы в царское время, вы знаете, у нас, когда сословный процесс был развития, были ревизии, 10 ревизий. Самые первые, знаете, это 1719, да. Это Петр I, когда. Но самый такой, наиболее, который много показателей, это 1794. Пятая ревизия. Да, 95-й год. Вот там многие вещи там проясняются, потом идет искажение, особенно уже в 19 веке. Ну вот основываясь на эту пятую ревизию, ведь как раз и башкирские ученые вывели же, да, вот эту выводят, родословную. Стараются. Вот они термин башкирцы превращают в башкир этнический. Вот я даже просто мы ревизии вот документы берем. 1, 2, 3 в Москве у нас находится документ, 4 в Петербурге, 5, 10 в Уфе есть. А вот Казани 7, 8, 9, 10. Вот Альберт Акманчан, все-таки, смотрите, татары такие разные, да? Да. И физиологически разные. Бывает голубоглазые, бывает антропологически разные, да? И могут говорить с различными и диалектами. Скажите, пожалуйста, почему такое вообще произошло? Почему потому что дело в том, что татарская нация состоит из больших разных групп. Территория огромная была, имперская, Золотая Орда. Вначале тюркский каганат, там чисто на татар нельзя. Многие тюркские народы туда входили, среднеазиатские, сибирские, в том числе башкиры, предки их, по крайней мере. Правда, некоторые башкиры пишут обычно древние башкиры. Мы, татары, слава богу, не пишем. Предки татар пишем. Это правильно. Мы в период Золотой Орды не успели сформироваться как большой этнический этнос, народ такой. Нации еще рановато говорить. Но вся плюс в том, что татары начали формироваться уже после Екатерины, когда кончились давление на татар с точки зрения религии, экономические, какие-то права появились, мы стали строить мечети, у нас ислам начал объединять. Городская культура татар-бестоляры, который в Москве, кстати, был в XIV уже веке, а потом каргалы. Мы купеческая торговая нация. Мы объединяться начали, понимаете? Вот это нас объединяющие. Мы в экономическом плане хорошие бизнесмены татары. Это Витна, Жилка. Религиозные книги, я вам сказал. И вот большой пример даем и азербайджанцам, и узбекам, и другим народам. В том числе братскому башкирскому народу наша интеллигенция 1820-е годы очень много помогла при формировании новой графики, при создании учебников. И многие писали на татарском, но написано как башкиры. Что делать? Если так вот история так продвигается, большая нация не могла объединиться. А как вы относитесь к процессу разделения нации тогда, когда некоторые пытаются сказать: вот вы мишари, вы не татары, вот вы сибирские татары, вы не поволжские татары? Но я бы не сказал, что мишары откажутся когда-то от татар. Я знаю мишар хорошо, это специфическая группа, не зря каймак называют. Они всегда выделяются, что я мишарин, но при этом говорят, мы татарин. Это самая религиозная часть населения, самая, может быть, даже активная. В Москве, Пенза, видите, да? И в Башкортостане они есть. Наиболее такая активная часть, которая, в общем-то, никогда не имела состояния зависимой. Это в основном служивые татары были, муллы, и так далее, и так далее. Вот поэтому я бы сказал разделение. Это такая тенденция есть у нагайцев, немножко под влиянием других категорий. У кряшин было, но это тоже многие осознали,
не всегда. И сибирские татары иногда пытаются, а у других нет. У казанских татар этой проблемы нет. Если говорить тептяри, практически уже их нет, они так уже часть ассимилирована с башкирами, часть татарами. Вот. Ну, про мишары я вам сказал. Я думаю, такой проблемы особой нет. Мишары и казанские татары всегда будут оплотом нашего большого народа. А какой фактор все-таки будет объединяющий? Может быть, вот знание общей истории или еще что-то? Ну, татары как нация никогда не исчезнут. У татар всегда была психология государственности. Поэтому либо это собственное государство, либо внутри российского большого государства мы всегда будем стремиться развиваться. Внутри России есть тоже потенциал для татар развиваться как новой большой нации. И не противоречия ни русским, ни другим. У нас всегда потенциал, у нас ученые есть, у нас и инженеры есть. Ну, достаточно всегда великая честь в 1812 году было видно, татары очень активно всегда защищали интересы российского большого государства. Если так вот взять, есть такое понятие славяно-тюркский суперэтнос. Кто основа? Это русские татары. Вот. Потому что формирование современного российского средневекового в начале, это московское государство, я не киевский беру, это была значительная часть вклад татар. Дворянство, выходцы из татар очень много. Литовский, татарский, вот это очень много. Русский, собственно, покопай, не зря, говорят, любого русского найдешь татарина. Это не случайно было сказано. Ну а как тогда противостоять глобализации? Как противостоять процессу обрусения татар? Я думаю, здесь, конечно, государственная политика большую роль играет, потому что школу надо поднимать, национальную. Ну, скажите, тогда что вот больше всего влияет на формирование вот национальной идентичности? Что влияет больше всего? Идеология, я не знаю, соответствие моде, например, там, или еще что-то, какие-то политические аспекты? Ну, здесь все формирует. Идентичность формируется в первую очередь, это язык, культура, история. Даже язык можно потерять. Если историю человек знает, он не потеряется, он представитель того народа будет. Потому что вы пример можете евреев брать, или армян, у них очень много было геноцидов и так далее, тяжелые моменты, по-разному относиться, это можно. Но при этом они как нация сохранились, и язык постановили. У татар тоже это временная, может, проблема, но у нас нет единства. Если будет единство, язык, конечно, учить надо и в школе, и дома. От родителей тоже. Молодые родители разные есть. Одни, наоборот, говорят на своем языке, это актуально для всех. И второй момент, это государственные школы должны быть. А что самосознание человека определяет? Это его культура, это родители, это школа, это регион, в котором... У нас всегда говорят национальная идея. Национальная идея – это любовь, в первую очередь, родителям, родному дому, родной улице, родной школе, родному селу, родной области, республике. А потом уже любовь к большому государству. Это нормально, так и должно быть. Если говорить о семье и об образовании национальном, то вы считаете, что все-таки именно в школе, именно... Семья и школа. Семья и я школа, думаю, два главных фактора. Нельзя да? так, у нас когда говорят, вот изучает мулла, там обучит вас языку, или семья должна. Семья, конечно, должна, но без школы нельзя. Это же, мы же живем в обществе. Социализация, это через школу должно быть. Если учитель не будет учить, какой смысл тогда школу содержать? Никакого не вижу. Национальная школа должна быть, национальные языки, национальная история. Это, наоборот, Россию украшает многообразие, как букеты разных цветов. Синий, зеленый, желтый и так далее. Точно так же нации. А как вы относитесь к вопросам множественной идентичности? Может ли один человек быть... Двойное как или множественное? Тишкова и да. некоторых даже наших татарстанских ученых. Но я так считаю. Вот я вам в качестве примеров несколько приведу сейчас. Во-первых, человек от рождения, от природы имеет какую-то идентичность. Это национальность в данный момент. Это язык, культура, это от родителей идет. Но бывает сейчас время такой урбанизации, глобализации, как вы сказали. В Подмосковье, к примеру, мама татарка, отец азербайджанец. Он русский, но он выбрал идентичность. Он не знает ни азербайджанского, ни русского. Он имеет право, с одной стороны, по-современному, так, идентичность такой выбрать. Но был и в моей деревне Игнатович Славик, мой одноклассник. У него отец белорус, женился на нашей одной родственнице. Жили они хорошо, все нормально. Парень вырос, на татарском говорит, татарский дух, на лицо белорусское видно. И мать сказала, ты белорус, ты выбрал. Он выбрал белорусом себя, значит, учить белорусский, но при этом он сказал, я белорус,
татарского происхождения. Вот такой. И насчет идентичности, я скажу, человек должен выбрать себе национальность. Даже в смешанных браках, я, конечно, считаю, смешанный брак – это высокая ответственность, когда родители должны воспитывать ребенка знанием двух языков, двух культур, уважением двух родителям. Это не всегда получается. Я знаю у нас в Казани ученых хороших, которые не знают татарского языка, но и попробуй его называть русским или кем-то. Он говорит, я татарин. Точно так же, как население себя считает, даже смешанный брак, келиннерну аллар, невеста, это понятно. Но у нас, у мусульман и у многих народов по отцу считается больше всего, да? А у евреев по матери. Это тоже своего рода хорошая традиция. Но западной Башкирии села переписывают башкирскими. Вот я вам в качестве примера вот сейчас возьму вот эту книгу, мне принесли. Здесь вот вся история есть, начиная с 1795 года. В основном мишарское население. Было несколько башкир, несколько семей. Количество я даже перечислять сейчас не буду по всем переписям. Были татары или мишары. Вот. Вдруг стали башкиры. Вот. И аналогичная ситуация я вот видел в Туймазинском районе. Например, по переписи периода Шакирова 80-х годов татары становятся башкирами, а в 2010 году они уже без национальности. Интересно такая. Здесь тоже вот написано, например, в 1959 году татары, в 1989 году татары, в 2000 году татары в основном написано. Здесь написано, правда, 72% уже уменьшилось. В 2010 году написано без национальности, количество людей только. Но мне сегодня звонит, говорит, по данным, говорит, в нашем селе почему-то пишут 88% башкиры. Уже. Да. Я знаю, что вот коренные башкирские территории в сторону Магнитогорска, Салават, в ту сторону, наш Кунашахский район, Челябинская область, Аргаяшский, Курганская область, есть чистые башкирские села. Их не надо, они и антропология видно, и башкирский чистый язык. Вот я башкирским свободно разговариваю, понимаю, и пытаюсь объяснить им нормально. Альберт Ахмедович, скажите, пожалуйста, ну вот государство должно все-таки как-то укреплять в себе вот веру в твою нацию, веру в твою национальную идентичность, или же все должно вот на самотек быть пущено, вот как хочешь, так и, как говорится, думай, кем ты являешься, или все-таки должна быть какая-то определенная политика? Ну, политика, может, и какая-то нужна, но, мне кажется, каждый человек должен определить, к какой национальности относится. Ну, у нас сейчас политика такова, паспорты не пишут же. У нас так говорят. Есть такая группа, вот вы мне сказали по идентичности, есть такие даже среди башкир, ученых, которые говорят, они живут в Туймазинском районе, например, или Шаранском. Например, один из них говорит, я башкир татарским языком. Но я покопал его биографию, он не башкир на самом деле, он нагаец. То есть он татарин, получается, исторически. Вот еще интересная цифра. У нас несколько, вот, например, говорят, жили среди татар или учились татарскому учителями, муллами и стали башкиры татарами. Ну, невозможно это менять. Ну, через какое-то время. Берем, к примеру, Буздякский район, Панлы Тыркай аула. И точно такую же могу привести. 450 лет где-то живут башкиры. Среди татар. Но они татарами так и не стали. Вот это хороший вам пример. Точно так же в Тишминском районе я знаю несколько сел. Настоящие башкирские села среди мишарей, татар, типтарей. Но они так и башкирами стали. Ну, как бы вы ни переписываете, ну, татарин, он будет татарином. Или Дуртылинский район. У меня были очень хорошие друзья в Дуртылинском районе. Высокие, мишари настоящие, породистые. Написаны башкирами. Ну, улайта, аминды татардой. Но меня написали башкир. Ну, надо было поступать в вуз или что-то еще делать, карьеру. Это такие вещи у нас бывают, к сожалению. Очень много исторических фактов говорит о том, что рано или поздно это возникает не в хорошую сторону. Обман или какой-то подделка или переписка, она боль дает очень большой исторически. Мы между башкирами и татарами делить нам нечего. У нас каждый хватает земли. Человека, в конечном счете, много не надо. Все мы приходим оттуда небольшими, так сказать, потом одеваемся, работаем, зарабатываем, и все равно уходим фактически пустым на тот свет. Поэтому нам надо развивать свою экономическую культуру, значит, и гуманизм свой психологический. И, наконец, нам надо
беречь, любить свой народ, при этом не обижая соседей. Родной язык изучать, знать английский, еще какой-то язык. Но мне кажется, искусственное раздувание этой проблемы ни к чему хорошему не приведет. Бик зор рахмат сізге, Альберт Ахмаджанович. Бек зор рахмат сізге, бек зор рахмат телевизор қараушыларға, исән болыңыз. А это была программа «7 дней плюс». И я напоминаю вам, что гостем сегодняшней программы был историк, археолог, краевед, председатель общества татарских краеведов Бурханов Альберт Ахмаджанович. До свидания. Исән болыңыз.